Ну что еще? У нас тут Россия решила санкции ввести против Украины, против дружественной братской страны. Правительство РФ готовит санкции против 360 украинских компаний, 50 физических лиц. Это просто более конкретная информация сегодня появилась, там раньше в общем говорили. И документ в ближайшее время должны представить на подпись премьер-министру страны Дмитрию Медведеву, передает российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Но давайте напомним, что говорил премьер-министр так называемой России по этому поводу на прошлой неделе. Санкции будут распространяться на тех, кто причинил вред России. В санкционном списке будут известные персоны. Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации. То есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей. Но мы знаем, что в Украине достаточно собственности российских всяческих олигархов, в том числе очень близких к Путину. Что он решил порвать бизнес-связи и своих людей, потому что ответные санкции тоже, наверное, какие-то. Я не думаю, что близкие к нему люди попадут в санкционный список. Мне кажется, что все эти санкции, которые Россия накладывает, следует анализировать исключительно в предвыборном контексте. То есть мне вот бы интересно посмотреть на этот список по поводу корреляции, кто кого поддерживает в ходе избирательной кампании. Сразу, на мой взгляд, будет понятно, кого Кремль хочет, а кого не хочет. Поясни, пожалуйста. Ну, я думаю, что вообще вся эта идея, да, это подвесить людей, которые поддерживают неправильных с точки зрения Кремля кандидатов, и наоборот простимулировать тех, кто может поддержать правильных с точки зрения Кремля кандидатов. А как простому избирателю анализировать вот эти санкции с той точки зрения, которую ты сказал, что кто пропутинский, кто не пропутинский? Ну, я думаю, что эту работу сделают журналисты, как только этот список будет опубликован. И вот политические аналитики, я точно его с карандашом, например, изучу, именно вот смотря на ситуацию с этой точки зрения. То есть это будет касаться спонсоров каких-то политических сил и кандидатов? Да, ну, я думаю, что то есть кому-то, наверное, делались предложения о поддержке там кого-то в сторону там Медведчука, то есть вот такого рода людей. Кто-то на это согласился, он явно туда не попал, а кто-то не согласился, он туда попал. А кто-то, может быть, поддерживает там других кандидатов, которые Кремль не хочет, он туда попал. А кого-то отговорили, и он туда не попал. То есть, твое мнение, что это исключительно ориентировано на выборы в Украине? Это никак не связано с попыткой задушить Украину как экономически? Ну, не задушить уже не получится, но как-то еще больше ослабить? Ну, на мой взгляд, системные экономические связи между Россией и Украиной уже очень сильно ослабли за последние годы. То есть существуют связи, которые связаны, например, с присутствием больше российского капитала на территории Украины, когда там, например, торговые сети, да, там здесь что-то продается, тем налоги же платятся тем самым в России, рабочие места создаются в России. И таких людей как бы наказывать явно Кремль не будет, потому что это все деньги, которые в итоге идут в российский бюджет. Их, по идее, бы Украина должна была наказать, но Украина часто в этом направлении бездействует. А таких персон, которые бы в Украину инвестировали, ну, на данный момент практически нет. Сейчас по статистике Российская Федерация все равно является очень значимым инвестором в украинскую экономику. Но это в основном результаты финансовых операций. Там была декапитализация все еще действующих российских госбанков, которые там формально сделали какие-то цифры. Да, есть все равно еще цифры сырьевого экспорта поставок энергоносителей, которые происходят в Украину. Явно тоже, соответственно, их никто сокращать не собирается.